Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем замыкание на трансформаторной подстанции на улице Габишева. Жильцы ближайших домов остались без света, воды и отопления. Расскажем об убийстве 49-летнего мужчины в одном из домов в поселке Салмыче. Накануне трагедии они употребили спиртные напитки, после чего пришли на работу, откуда их выгнали. И причине многокилометрового затора на проспекте Победы. А также кондуктору, задержавшему буйного хулигана, дадут премию. И иномарка вылетела с дороги на улице Ершова и врезалась в здание. Через сплошную разворачивался машина, И вот так получилось. Это и не только прямо сейчас. Без электричества и воды остались 5 многоквартирных домов и детский сад, а часть частного сектора поселка Плодопитомник к тому же лишилась еще и отопления. Все это результат замыкания в трансформаторной подстанции во дворе дома номер 4 на улице Габишева. Жители многоэтажек вечером обратили внимание на мигающие в квартирах лампочки, а выглянув на улицу, увидели дым, идущий из трансформаторной будки. Следом последовал хлопок, и окрестности погрузились во тьму. Конец света в квартирах 5 многоквартирных жилых домов и части поселка Плодопитомник наступил в 8 часу вечера. Полному отключению электричества предшествовали его скачки. Местные жители говорят, сильно мигал свет. Я сижу на компьютере, читаю там информацию. Слышно, что-то начинает гаснуть. Выглянул в окно, вот здесь вот искрит, дым валит. Поморгал, потухло. Я понял, что трансформатор сгорел. Все. Говорят, что произошло короткое замыкание без возгорания. Пожарные, приехали, посмотрели, никакого возгорания не было, уехали. Потом произошло возгорание, после чего бахнуло, судя по всему. Тут же в кранах пропала вода, насосы больше не работали и стали остывать батареи. Отопление есть, но отопление так слабенькое. Запасов воды жители многоквартирных домов практически не делали. Тут жителям частного сектора повезло чуть больше. У которой есть вода в бойлере, то и пьем. Нормально. Больше проблем с отоплением, когда света нет. А с отоплением что? А отопление, половину Плодопитомника электрическое отопление. Я подумал, в доме, конечно, тепло, но здесь-то небольшая разница. Поэтому сюда пошел. Последние новости, оставшиеся без коммунального блага, люди узнавали тут же, больше негде. Просят убрать вот эти машины, потому что привезут большой генератор, его разгружать. Сегодня работы какие-то здесь проводили. То есть плановые работы, потому что отключали, дом отключали, объявление было. Работы, как рассказали специалисты, затянутся на несколько часов. И то, если электричество подключат, то это, скорее всего, будет временное решение. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 34-летний мужчина признался в убийстве своего 49-летнего знакомого в одном из домов на улице Яркая в казанском поселке Салмыче. На его теле обнаружили ножевые ранения. К слову, задержанный раньше уже был судим за убийство. Следователи установили, что и подозреваемый, и его жертвы работали на стройке, жили в арендованном доме, в котором и произошла трагедия. Накануне трагедии они употребили спиртные напитки, после чего пришли на работу, откуда их выгнали. Вернувшись домой, мужчина продолжил распитие спиртного. Между ними произошел конфликт по малозначительному поводу, после чего подозреваемый нанес потерпевшему смертельные ранения. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. 22-летний водитель «Лады Приора» пострадал в результате массовой аварии на проспекте Победы. На развязке с Мамадышским трактом он, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Калина», которая отбросила на «Рено», а его, в свою очередь, откинула на «Kia Soul». Сам водитель «Приоры» своей виной в этой аварии не согласен. Говорит, что все произошло из-за того, что машина впереди него резко перестроилась на соседнюю полосу. Эта авария стала причиной огромного затора на проспекте Победы, улице Арбузова и проспекте Ямашева. Путь от улицы Адорадского до места столкновения занимал 2,5–3 часа. Дальше дорога была свободна. Двух человек, 87-летнюю женщину и ее 64-летнего сына, спасли пожарные из горящей квартиры на проспекте Сюембике в Челнах. Они прятались на кухне. Людей вывели на улицу при помощи дыхательных масок. Эпицентр пожара был в зале. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Медицинская помощь потребовалась пожилой женщине. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Через час в пожарную охрану Челнов поступило сообщение о возгорании в одном из домов на улице Шамиля Усманова. Горела квартира на 6-м этаже 9-этажного дома. До прибытия подразделения на улицу эвакуировались 36 человек, в том числе 8 детей. Через 20 минут после вызова огонь был полностью потушен на площади 12 квадратных метров. В это же время в Казани вспыхнула квартира на 9-м этаже одного из домов на улице Кулахметова. К моменту прибытия пожарных огонь полыхал в спальне 4-комнатной квартиры. Горел диван на площади в 2 квадратных метра. В результате возгорания пострадал 1 человек. Причины всех пожаров сейчас устанавливают пожарные дознаватели. Диляра Абдуллина, кондуктор автобуса 45-го маршрута, которая не испугалась нетрезвого буйного пассажира, получит премию. Напомним, воскресным вечером на остановке 7-я горбольница мужчина при выходе из салона общественного транспорта стал пинать дверь. Успокоился и вышел на улицу только тогда, когда ее разбил. Женщина побежала за ним, вернула в автобус и вызвала полицию. Вместе с водителем они удерживали его в салоне до приезда стражей порядка. Сам он объяснил свои действия тем, что не удовлетворен качеством сервиса. Якобы ему не открыли двери на предыдущей остановке. Экипаж автобуса уверяет, что мужчина требовал открыть двери между остановками. Мужчину доставили в отдел полиции. Кондуктор написала на него заявление. К слову, салон автобуса был полный, но никто из пассажиров не пришел ей на помощь. 8-летний мальчик попал под колеса «Газели» сегодня днем на перекрестке улиц Гагарина и Октябрьская в Казани. Школьник шел с занятий, переходил дорогу по пешеходному переходу. Светофором он не оборудован. Здесь водители обязаны пропускать идущих по зебре людей. Как рассказал 59-летний водитель грузовика очевидцам, мальчика он просто не заметил. В результате наезда ребенок упал на асфальт и ударился головой. Первую помощь ему оказали проезжавшие мимо автомобилисты. Местные жители говорят, что постоянно боятся из-за себя и за своих детей. Путь в школу для многих пролегает через дорогу, но пропускают пешеходов тут далеко не все. У нас всегда здесь случаи бывают, потому что светофоров нигде нету. И по Октябрьской, вот когда в дороге тоже переходят вот в сторону верного магазина, тоже сбивают тоже. То есть у нас, как говорится, вообще всегда случаи бывают тут. Форд Фокус вылетел с дороги и врезался в крыльцо административного здания на улице Ершова. До этого он снес поручни и пандус для подъема людей с ограниченными возможностями у входа в клинику, которая расположена в этом же офисном центре. Как рассказал водитель иномарки, маневр был вынужденный, пытался избежать столкновения с машиной, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Благо обычно всегда очень много людей, что никого. Охранник офисного здания называет чудом тот факт, что неуправляемая иномарка не сбила ни одного человека. За несколько секунд до происшествия он и сам обходил охраняемую территорию. Я ходил, видел, устанавливал все остальное. Я зашел и грохот. Я думал, крыша упала. Какой грохот? Один и второй, как с крыши. Я вышел, уже он стоял здесь. Перед тем, как врезаться в крыльцо административного здания, иномарка снесла металлические ограждения на асфальте, врезалась в поручни и пандус для людей с ограниченными возможностями на другом входе. Ту часть здания занимает клиника. Она остановила, и его занесло вот сюда. Несло, вот он. Отколол. Вот это все узнал, и вот это было. И только после этого отлетела ко второму крыльцу, в которое врезалась. Здание, не считая металлических деталей, не повреждено. Автомобилю повезло чуть меньше. Никто не пострадал? Нет, я был закрыт. Водитель Форда рассказал, двигался по улице Ершова от Карла Маркса в сторону Обжалилова. Горел зеленый, и подвохов он не ожидал, пока водитель встречного автомобиля не нарушил правила движения. Я ехал вот через сплошную, разворачивался машина, и вот так получилось. Он едет, получается, а отсюда через двойную сплошную машина пересекает, вот этот Volkswagen белый. Двойную сплошную пересекает, он не успел, чтобы не столкнуться с этой машиной, берет вправо, получается, его заносит, и он заезжает сюда. Столкновения с Volkswagen не было, и по сути в аварии виноват сам водитель Форда. Если, конечно, не докажет, что водитель второго автомобиля действительно грубо нарушил правила и спровоцировал его вывернуть руль. Этот автомобиль сотрудники ГИБДД объявили в розыск. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.